Глава 3. Предшествующая причина для изучения Святого Писания. Общение с мудрецом должно предшествовать вечере. Выслушав слова Даттатреи, Парашурама был изумлен и продолжил с полным смирением вопрошать. «О Бхагаван, это именно то, о чем говорил мой Господь Гуру. Поистине, человек всегда будет стремиться к разрушению вследствие своего невежества. Его спасение только в одном исследовании – вечаре. Отдаленные и ближайшие причины также были упомянуты тобой, и они были прослежены до этой Махатмии. Я пребываю в большом сомнении по этому поводу. Как это так происходит и что является ближайшей причиной этого? Может ли она быть естественной, подобно смелости у героя? Тогда почему это не происходит со всеми? Почему я до сих пор не обретал этого? Опять же, есть другие, которые находятся в более тяжелом положении и страдают больше, чем я. Почему они не получили эти средства? Прошу, ответь мне. Будучи спрошенным, Датта, океан сострадания, ответил. Слушай, Парашурама, сейчас я скажу тебе основную причину спасения. Общение с мудрецом – вот коренная причина устранения всех страданий. Считается, что только одно общение с мудрецами само по себе ведет к высшему благу. Твое общение с Самвартой привело тебя к этой стадии просветления, которая является предвестником освобождения. Когда ты приближаешься к мудрецам, они учат тебя величайшему благу. Разве кто-нибудь когда-либо обрел что-нибудь великое без общения с мудрецом? В любом случае, именно общество обуславливает будущее человека. Вне всякого сомнения, человек пожинает плоды общества, в котором находится. Я расскажу тебе одну историю, чтобы показать это. Однажды жил царь Дасарны по имени Мактачуда. У него было два сына – Химачуда и Маничуда. Они были красивыми, благонравными и учеными. Однажды они повели на охоту огромную свиту из числа слуг и стражников и оказались в дремучем лесу на склонах гор Сакхья. Лес кишел тиграми, львами и другими дикими животными. Их собственным оружием были луки и стрелы. Они убили несколько оленей, львов, вепрей, зубров, волков и так далее, которых они подстрелили благодаря искусному владению своими луками. По мере того, как царские охотники выслеживали все новых диких животных, разразился ураган, который стал обрушивать на землю песок и мелкие камни. Тяжелое облако пыли закрыло собою небо.
И тогда стало темно, как ночью, и невозможно было увидеть ни скал, ни деревьев, ни людей. Гора также была окутана тьмой, и невозможно было различить ни холмов, ни долин. Свита в спешке разбежалась, пораженная песком и мелкими камнями, которые бросал на землю ураган. Некоторые из них укрылись под камнями, другие в пещерах, а иные под деревьями. Царственная пара вскочила на лошадей и ускакала оттуда прочь. Химачуда в конце концов достиг убежища одного мудреца, которое было построено в прекрасном саду, состоящем из банановых и финиковых пальм, а также и других деревьев. Там он увидел очаровательную деву, чье тело, яркое как золото, сияло подобно пламени огня. Принц был околдован видом этой девушки, которая выглядела как богиня удачи, и сказал ей: «Кто ты, красавица, живущая бесстрашно в таком ужасном и дремучем лесу? Чья ты? Почему ты здесь? Ты здесь одна?» А в ответ на это та безупречная дева ответила: «Добро пожаловать, принц! Пожалуйста, садись». Гостеприимство – священный долг благочестивых. Я вижу, что тебя настиг ураган и что ты пострадал от него. Привяжи свою лошадь к финиковой пальме, сядь здесь и передохни. И тогда ты сможешь выслушать меня, удобно расположившись. Она дала ему плоды, чтобы он их съел, и соки, чтобы он их пил. После того, как принц восстановил силы, он снова услышал ее чарующие слова, которые лились из ее губ подобно сладостному нектару. «Принц, живет прославленный мудрец по имени Вьякхрапада, стойкий преданный Шивы, который своим тапосом превзошел все миры и кому поклоняются даже величайшие святые за его несравненную мудрость, которая охватывает этот и другие миры. Я его приемная дочь. Имя мое Хималекха. Однажды жила одна Видьядхари, небесная танцовщица по имени Видьяпрабха, которая была очень красивой. Как-то раз она пришла сюда, чтобы совершить омовение в этой реке Вене. И в то же время сюда пришел Сушена, царь Ванги. Он увидел небесную красавицу, которая купалась в реке. Она была самой прекрасной в мире, с гибким телом и самой прекрасной грудью. Он влюбился в нее, и она ответила ему взаимностью. Они вступили в любовные отношения, а потом царь вернулся домой, оставив ее беременной. Опасаясь сплетен, она сделала выкидыш. Но тем не менее я была рождена из того чрева живой. Когда Вьякхрапада пришел на речной берег для совершения своих вечерних омовений, он подобрал меня из-за его огромной любви ко всем, чтобы воспитать меня с материнской заботой. Тот, кто предлагает подлинную защиту, считается отцом. Поэтому его милостью я его дочь, и я предана ему.
Поистине, благодаря Его величию, мне нечего бояться, будь это боги или асуры. Они не смогут вступить в это убежище с дурными мыслями. Если они все же попытаются вступить в него, то это только приведет их к их собственной гибели. Теперь я рассказала тебе мою историю. Подожди здесь немного, принц. Тот самый господин, мой приемный отец, скоро будет здесь. Поприветствуй его и со смирением послушай то, что он скажет. Твое желание будет исполнено, и ты сможешь уехать отсюда утром. Выслушав ее и очаровавшись ею, он молчал, боясь чем-либо ее обидеть. Но его ум охватило большое волнение. Заметив, что принц сражен любовью к ней, та совершенная девушка продолжила. «Браво, принц! Будь стоек! Мой отец скоро придет, скажи ему все!» И когда она говорила так, появился великий святой мудрец Вьякхрапада, несущий корзину цветов, собранных в лесу для поклонения. Видя приближающегося мудреца, принц поднялся со своего места, пал перед ним ниц, назвал свое имя, а затем уселся там, где ему было указано. Мудрец заметил, что этот молодой человек сражен любовью. Восприняв всю происходящую ситуацию с помощью своих чудесных сил, он задумался над тем, как лучше всего поступить в данной ситуации. И он решил даровать Хималикху, этому молодому человеку, в качестве жены. Принц был исполнен радости и вернулся с ней в свою столицу. Мактачуда, его отец, также был очень доволен и повелел устроить празднество по всему царству. Затем он провел торжественную брачную церемонию, и любящая пара провела очень счастливый медовый месяц во дворце, в уединенных обителях, в лесу и на песочных пляжах. Но сраженный любовью принц заметил, что Хималикха не настолько сильно любит его, как он ее. Чувствуя, что она всегда остается безразличной, он спросил ее наедине: «Моя дорогая, как это так, что ты не столь внимательна ко мне, как я к тебе? Ты самая красивая из девушек, на чьих лицах сияют улыбки. Как это так, что ты никогда не стремишься к удовольствиям и не наслаждаешься ими? А разве тебе не по вкусу эти наслаждения? Ты выглядишь безразличной даже во время величайших наслаждений. Как я могу быть счастлив, если твой интерес не пробуждается? Даже когда я рядом с тобой, кажется, что твой ум находится где-то в другом месте. Когда я говорю с тобой, кажется, что ты не слушаешь. Когда я долгое время держу тебя в тесных объятиях, кажется, что ты не замечаешь меня. А затем ты спрашиваешь меня: господин, когда ты пришел? Кажется, что ни одно из этих столь тщательно спланированных увеселений не интересует тебя, и ты не принимаешь в них никакого участия. Когда я отворачиваюсь от тебя, твои глаза остаются закрытыми, и это происходит и тогда, когда я приближаюсь к тебе. Скажи мне, как я могу получать наслаждение от куклы, которой ты как раз и являешься?
видя твое безразличие ко всем удовольствиям. То, что не доставляет наслаждения тебе, не может радовать и меня. Я всегда смотрю на тебя, пытаясь доставить тебе удовольствие, подобно лилии, смотрящей на луну. Здесь примечание. Кумуда, разновидность лилии, цветет только ночью и поэтому считается возлюбленной луны, в то время как лотосная лилия, цветущая днем, считается возлюбленной солнца. Возврат к тексту. Скажи же, дорогая, почему ты такая? Ты дорога мне больше жизни, умоляю тебя. Скажи, и таким образом утешь мой ум. Так заканчивается глава 3, в разделе о действенности общения с мудрецами в Трипура-Рахасье. Глава 4. Призыв к отвращению от суетных удовольствий с целью развития бесстрастия. Услышав сладкие слова ее страстного возлюбленного, который все время прижимал ее к своей груди, та незапятнанная девушка, желая учить его, нежно улыбнулась и произнесла следующие разумные слова, полные смысла. «Послушай меня, о принц, не то чтобы я не любила тебя, просто я пытаюсь найти то, что является величайшей радостью в жизни, что никогда не стало бы вызывать отвращение. Я ищу это все время, но пока еще не обрела. Хотя я все время ищу это, я еще не пришла к какому-либо определенному решению в отношении того, что есть путь женщины. Не будешь ли ты так любезен сообщить мне, каков именно этот путь? Таким образом ты поможешь мне». Будучи уговариваемым подобным образом, Химачуда иронично засмеялся и сказал своей любимой: «Действительно, женщины глупы, потому что разве даже птицы и звери, даже ползающие насекомые знают, что хорошо и что плохо? В противном случае, как бы они тогда могли стремиться к добру и избегать зла? То, что приятно, очевидно, и есть хорошее, и обратное ему и есть худое. Что же здесь такого сложного, моя дорогая, что побуждает тебя все время думать об этом? Разве это не глупо?» Выслушав, как ее любимый говорит подобным образом, Хималика продолжала: «Действительно, женщины глупы и не могут правильно судить. Поэтому мне следует учиться у тебя, который все правильно понимает. Научившись у тебя тому, что правильно, я перестану думать об этом. И тогда я также смогу разделить с тобой наслаждение к твоему полному удовлетворению». «О царь, проницательный судья, которым ты являешься, ты обнаружил, что счастье и страдания – суть результаты приятных и неприятных вещей. Но один и тот же объект приносит наслаждение или боль в зависимости от обстоятельств. Что же тогда окончательность в твоем утверждении?
Возьми, например, огонь. Его воздействие меняется согласно времени года, месту и его собственному размеру или интенсивности. Он приемлем в холодные времена года и неприемлем в жаркие. Наслаждение и боль – суть, следовательно, производные времен года. То же самое можно сказать о широте и высоте. Опять же, огонь хорош только для людей с определенной конституцией, но не для остальных людей. И снова, наслаждение и боль зависят от обстоятельств. То же самое рассуждение применимо к холоду, богатству, сыновьям, жене, царству и так далее. Посмотри, как твой отец, Махараджа, каждый день беспокоится, даже несмотря на то, что он окружен женой, детьми и богатством. Почему другие люди не печалятся, как он? Что случилось с наслаждениями в его случае? Конечно, он ищет счастья. И разве все силы не направлены к этой цели? Видится, что никто не обладает всем тем, что необходимо для счастья. Возникает вопрос: разве человек не может быть счастлив даже с такими ограниченными средствами? Я дам тебе ответ. Не может быть счастьем, мой господин, то, что несет на себе след страдания. Страдание двояко, внешнее и внутреннее. Первое относится к телу и обусловлено нервами и так далее, а второе связано с умом и вызывается желанием. Умственное смятение хуже физической боли, и весь мир пал его жертвой. Желание – это семя дерева страдания, и оно всегда приносит свои плоды. Охваченные им Индра и Девы, хоть и живут в небесных сферах наслаждений и вкушают нектар, все еще остаются его рабами и денно и нощно поступают по его указке. Передышка, обретенная в результате исполнения одного желания, продолжающаяся до тех пор, пока другое желание не займет его место, не есть счастье, потому что в ней сокрыты семена боли. Такой передышкой наслаждаются также и насекомые, которые, несомненно, не являются примером совершенного счастья. И все же их наслаждение определенно лучше удовольствия людей, потому что их желания менее сложные. И если это счастье иметь одно желание среди многих уже исполненных, то кто же тогда не был бы счастлив в этом мире? Если человек, у которого ошпарено все тело, может найти счастье в нанесении мази на все тело, то каждый должен быть счастлив. Человек счастлив, когда пребывает в объятиях своей возлюбленной. И он будет таким же при определенных обстоятельствах, в этом же самом положении. Усталость, несомненно, обрушивается на каждого после любовного акта или страсти, соития.
И эта усталость сродни той, которую испытывает животное, несущее на себе поклажу. Господин, разве ты считаешь все это счастьем? Поясни мне это. Разве то наслаждение, которое ты получаешь при соитии с возлюбленной и которое обусловлено вибрациями в нади, нервах, артериях и венах, не то же самое, которое испытывают собаки при схожих обстоятельствах? Скажи мне. И что может быть больше, чем то вышеупомянутое наслаждение, которое поднимается из красоты возлюбленной, созерцаемой или переживаемой тобой, которое вызывается простой причудой или воображением, как оно предстает во сне, когда мужчина соединяется с женщиной? Красота – это всего лишь умственная концепция, как это очевидно на примере соответствующих чувств, испытываемых возлюбленными в аналогичных наслаждениях в сновидении. Я расскажу тебе историю, чтобы прояснить эту точку зрения. Жил однажды красивейший наследник царя, и он был более красивым, чем сам Купидон. Он женился на равно красивой девице и был очень предан ей. Но она влюбилась в слугу с царского двора, который весьма умело обманывал молодого принца. Этот слуга обычно подавал вина в избытке, чтобы принц напивался допьяна и лишался чувств, и когда он ложился в кровать, к нему посылали куртизанку. И тогда непристойная принцесса и слуга могли заниматься своими делами, а глупый принц, опьянев, обнимал другую женщину. И все же он считал, что он самый счастливый из людей, имея такого ангела своей женой, которая была так предана ему. Через долгое время случилось так, что загруженный работой слуга просто оставил вина на столе принца, а сам занялся чем-то другим. Принц не выпил столь же много, сколько выпивал обычно. Объятый страстью, он поспешил в свою спальню, которая была роскошно обставлена, и наслаждался там с куртизанкой, не замечая, кем она была на самом деле, в пылу страсти. Через некоторое время он заметил, что это не его жена. И тогда он в замешательстве спросил ее: «Где моя любимая жена?» Та задрожала от страха и не произнесла ни слова. Принц, который заподозрил, что тело нечисто, пришел в ярость и, держа ее за волосы, выхватил свой меч и, угрожая ей, сказал: «Говори правду, или за твою жизнь никто не даст и гроша». Боясь быть убитой, она рассказала ему правду, отведя его к тому месту, где находилась принцесса. Там он нашел ее. Ее тело было прекрасным и нежным и находилось в тесных и любящих объятиях темного, уродливого и противного дикаря, который был его слугой. Принц был поражен этим зрелищем. Вскоре после этого он взял себя в руки и стал размышлять следующим образом: «Позор мне, так привязанному к питью! Позор глупцам, обезумевшим от любви к женщинам! Женщины ничем не лучше птиц, которые перелетают с одного дерева на другое. Какой я был глупец! Я все время любил ее даже больше самой жизни. Женщины хороши только для развлечения распутных глупцов. Тот, кто любит их, просто дикий осел».
Женская верность более скоротечна, чем рассеивающиеся осенние облака. Я до сих пор так и не понял женщину, которая, будучи неверна мне, всецело преданному ей мужу, состояла в незаконной связи с дикарем, все время притворяясь, что любит меня, подобно куртизанке перед распутным глупцом. В своем опьянении я ни в малейшей степени не подозревал ее. С другой стороны, я верил в то, что она все время была рядом со мной, подобно своей собственной тени. Какой позор! Разве есть больше глупец, чем я, кто был обманут этой уродливой куртизанкой и порабощен ее ремеслом любви? Опять же, что другая женщина нашла в той противной скотине, предпочитая ее мне? И тогда принц оставил общество, испытывая отвращение к нему, и удалился в лес. Хималика продолжала: «Так что ты видишь, о принц, что красота всего лишь представление ума. То наслаждение, которое ты испытываешь от признания моей красоты, подчас даже меньше по сравнению с наслаждением, которое испытывают другие люди в отношении своих возлюбленных, будь они красивыми или уродливыми. Я расскажу тебе, что я думаю об этом. Красивая женщина, появляющаяся как объект, есть всего лишь отражение тонкого представления, уже присутствующего в субъективном уме. Ум вырисовывает образ ее красоты согласно своим собственным повторяющимся представлениям. Многократно повторяемый прорисовываемый образ становится все более и более ясным до тех пор, пока он не станет казаться цельным объектом. Привлекательность возникает и порабощает ум благодаря постоянным умственным ассоциациям. Ум, становясь беспокойным, возбуждает чувства и ищет исполнение своих желаний в объекте. Владеющий же собой ум не возбуждается даже при виде самого красивого объекта. Причина страстного влечения – часто повторяющаяся умственная картина. Ни дети, ни умеющие владеть собой йоги не возбуждаются подобным образом, потому что их умы не сосредотачиваются на таких вещах. Поэтому кто бы ни находил удовольствия в чем-либо, красота, содержащаяся в нем, есть лишь только умственный образ. Уродливые и неприятные женщины тоже считаются своими мужьями очаровательными ангелами. Если ум представляет что-то как неприятное, а не как приятное, то в этом не будет никакого наслаждения. Позор тем человеческим существам, которые полагают самую грязную часть тела наиболее восхитительной. Если кто-то увидит красоту в части тела, которая мокра от нечистых испражнений, то где он не увидит красоты? Скажи мне. Слушай, принц, представление о красоте лежит в собственном желании человека, присущем уму. Если с другой стороны красота свойственна объекту любви, то почему она не признается также и детьми, как признается ими сладость в еде? Форма тела, его высота и цвет лица людей в различных странах и в разное время. Их уши могут быть длинными, лица перекошенными,
зубы большими, нос выдающимся вперед, тела волосатыми или гладкими, волосы рыжими, черными или золотистыми, тонкими или толстыми, гладкими или вьющимися, цвет лица белым, темным, медным, желтым или серым. Все они получают то же самое удовольствие, что и ты, принц. Даже наиболее совершенные среди мужчин впадают в привычку искать наслаждение от женщины, потому что они считают ее лучшим полем для услады. Подобным образом и мужское тело считается женщиной высшим источником наслаждения. Но посмотри на все это внимательно, принц. Состоящая из жира и мяса, наполненная кровью, увенчанная головой, покрытая кожей, снабженная ребрами и костями, покрытая волосами, содержащая желчь и флегму, вместилище фекалий и мочи, порожденная семенем и чревом и рожденная тем же самым источником, откуда извергается и моча, таково это тело. Только подумай об этом. Находя наслаждение в такой вещи, разве могут быть люди чем-то лучше червей, питающихся мертвечиной? Мой царь, разве не это тело, указывая на себя, дорого для тебя? Подумай хорошо о каждой его части. Тщательно проанализируй, из чего состоит твоя пища с ее различными ароматами, видами и частями. Каждый знает, как в конечном итоге выходит из тела переваренная пища. И поскольку таково положение дел в мире, то скажи мне, что является приятным и приемлемым, а что нет. Когда Химачуда услышал все это, у него появилось отвращение к мирским наслаждениям. Он был удивлен странной беседой, которую он услышал. Позже он тщательно обдумал все это, что сказала Кхималикха. Его отвращение к мирским наслаждениям росло в размерах и в силе. Он снова и снова обсуждал эти вопросы со своей возлюбленной и благодаря этому познал конечную истину. Затем, постигая, что чистое сознание, неотъемлемо присущее как самость, тождественно Трипуре, он осознал, что единая самость поддерживает все, и достиг освобождения. Он достиг освобождения при жизни. Его брат Маничуда и его отец Мактачуда стали его учениками и также достигли освобождения. Царица стала ученицей своей невестки и достигла освобождения. Министры, вожди и граждане также стали их учениками и также обрели мудрость. Никто из родившихся в том городе не был невежественен. Город стал похож на град Брахмы, обитель счастливых, безмятежных и удовлетворенных людей. Он был известен как Вишала и стал самым прославленным местом на земле, где даже попугаи в клетках обычно повторяли: «Медитируй, о человек, на самость, абсолютное сознание, лишенное объектов». Нет ничего, что можно было бы познать, помимо чистого сознания. Оно подобно самосияющему зеркалу, в котором отражаются объекты.
Одно и то же сознание есть и объект, и субъект. И оно есть все, как движущееся, так и незыблемое. Все остальное сияет в его отраженном свете. Оно же сияет само по себе. Поэтому, о человек, отбрось заблуждение, размышляй о том сознании, которое является одним, освещающим все и пронизывающим все. Обрети ясное видение. Святые мудрецы, Вамадева и другие, здесь сноска. Вамадева – один из риши, которому приписывается сочинение Ригведы. Возврат к тексту. Святые мудрецы, Вамадева и другие, которые однажды услышали эти священные слова попугаев, пришли в изумление от мудрости даже птиц того города и назвали его градом мудрости. Этот город до сегодняшнего дня все еще так называется. Даттатрея продолжал. Общение с мудрецами, о Рама, поэтому есть коренная причина всего добродетельного и благостного. Благодаря общению с Хималикхой все люди обрели джняну, мудрость. Знай же, что сатсанг, связь с мудрыми, единственная коренная причина спасения. Так заканчивается глава 4 о плодах сатсанга в разделе о Химачуде в Трипура Рахасье. Глава 5. О неволе и освобождении. Парашурама, внимая речам учителя о величии сатсанга, был очень доволен и продолжал спрашивать. «Истинно ты сказал, о Господь, что сатсанг – это предвестник всего достойного», и продемонстрировал это своим рассказом. Человеческое наслаждение определяется качеством его общества. Высшее благо было обретено всеми вследствие их связи, прямой или косвенной, с Хималикхой, хотя она и была всего лишь женщиной. Я жажду услышать, как Химачуда и дальше был ею направляем. Пожалуйста, расскажи мне, о Господь сострадания». Выслушав эту просьбу, Даттатрея сказал Парашураме: «Слушай, о Бхаргава, я сейчас продолжу святое повествование». Услышав то, что она должна была сказать, Химачуда потерял интерес к наслаждениям. У него развелось отвращение к ним, и он стал задумчивым. Но сила привычки все еще оставалась с ним, поэтому он был не способен ни наслаждаться, ни разом отказаться от наслаждений. Однако он был слишком гордый, чтобы признать свою слабость перед своей возлюбленной. Так прошло некоторое время. Когда его привычки вынуждали его вести себя по-старому, он вспоминал слова своей жены. И поэтому он следовал им неохотно и стыдился их. Он неоднократно сворачивал на старые пути в силу привычки,
и очень часто он каялся, понимая порочность тех путей и помня мудрые слова своей жены. Таким образом, его ум метался туда-сюда, подобно качелям. Ни изысканные яства, ни красивые одежды, ни дорогие драгоценные камни, ни очаровательные девы, ни украшенные лошади, ни даже его дорогие друзья больше не интересовали его. Он стал печальным, как будто бы лишился всего, что имел. Он был не способен сопротивляться своим привычкам, разом отказаться от них, но при этом он не желал сознательно следовать за ними. Он стал бледным и унылым. Хималикха, которая всегда знала обо всех переменах, происходящих с ним, пришла к нему в его личные покои и сказала: «Как же так, мой господин, что ты не столь весел, как раньше? Ты выглядишь печальным. Почему же? Я не вижу в тебе признаков какой-либо конкретной болезни». Доктора могут опасаться болезней среди наслаждений жизни. Болезни обусловлены нарушением гармонии 3 темпераментов тела. Болезни остаются скрытыми во всех телах, потому что дисгармонию темпераментов не всегда возможно предотвратить. Темпераменты вытесняют друг друга при помощи потребляемой пищи, носимой одежды, произнесенных или услышанных слов, увиденных картин, объектов, с которыми соприкасаются, перемены времен года и путешествий в различные страны. Будучи неизбежным, нарушение темпераментов не стоит постоянного внимания. Существуют лекарства от болезней, вызванных всем этим. Наука медицины не лечит невидимые болезни. Теперь скажи мне, дорогой, почему ты так печален? Когда Хималикха закончила, принц ответил: «Я расскажу тебе о причине моих страданий. Выслушай меня, дорогая. То, что ты сказала мне во время нашей последней встречи, закрыло мне все пути к наслаждениям. Так что теперь я не могу найти ничего, что сделало бы меня счастливым. Подобно человеку, приговоренному к смерти, который не способен наслаждаться доступной ему роскошью, предоставляемой государством, также и я не нахожу ни в чем облегчения. Подобно тому, кто вынужден подчиняться царскому указу вопреки своему желанию, также и я вынужден обращаться к прежним путям в силу привычки. И сейчас я прошу тебя, дорогая, скажи мне, как я могу обрести счастье?» Выслушав это, Хималикха подумала: «Это бесстрастие, несомненно, вызвано моими словами. Зерно наивысшего блага посеяно в том поле, где появляются такие признаки. И если бы мои хорошо обдуманные слова не произвели хотя бы малейшего поворота в этом направлении, то не было бы никакой надежды на его освобождение. Это состояние бесстрастия возникает только у того, чья продолжительная преданность Трипуре неотъемлемо пребывающей в сердце как самость угодна ей». Размышляя подобным образом, мудрая девушка решила вселить мудрость своего мужа. В то же самое время, храня в тайне свою собственную мудрость, она произнесла следующие обдуманные слова: «Послушай, принц, историю из моего собственного прошлого. Когда-то моя мать дала мне служанку,
которая была хорошей по своей природе, но позже связалась с нежелательной подругой. Так подруга была искусной в создании новых удивительных вещей. Я также связалась с ней, не ставя об этом в известность свою мать. Эта служанка очень подружилась с той нежелательной спутницей. И я была вынуждена поступить так же, потому что я любила свою подругу больше жизни. Потому что я не могла оставаться без нее даже ни на миг. Настолько сильно она очаровала меня своей несомненной чистотой. Всегда любя свою подругу, я быстро стала частью ее самой. Она со своей стороны все время была рядом со своей подругой, порочной куртизанкой, которая постоянно порождала новые и удивительные вещи. Та женщина тайно познакомила своего сына с моей подругой. Тот сын был невежественным глупцом с глазами, залитыми одурманивающими напитками. И моя подруга продолжала предаваться наслаждениям вместе с ним прямо в моем присутствии. Но она, хотя и была полностью подавлена им и предавалась с ним день за днем наслаждениям, она никогда не оставляла меня, и я также не бросала ее. И в результате того союза был рожден глупец, такой же, как и его отец. Он вырос в очень беспокойного юношу, полностью унаследовав тупость своего отца, а также порочность и изобретательность своей бабушки. Этот мальчик по имени Господин Непостоянство был воспитан и обучен своим отцом, господином Глупцом, и своей бабушкой, госпожой Невежества, и он преуспел в их делах. Он мог улаживать наиболее трудные случаи с полной непринужденностью и преодолевать препятствия в один миг. Подобным образом моя подруга, хоть и была очень хорошая по своей природе, стала несчастной и глупой из-за своей связи с порочными людьми. Из-за своей любви к своей подруге, преданности к своему возлюбленному и привязанности к своему сыну, она начала постепенно забывать меня. Но я не могла порвать с ней так легко. Так как я не полагалась только на себя, я зависела от нее, и поэтому я оставалась с ней. Ее муж, господин Глупец, хотя всегда предавался наслаждениям с ней, ошибочно решил, что я такая же, как и его жена, и пытался насильно овладеть мной. Но я не была той, за кого он меня принимал. Я чиста по своей природе и только на какое-то время оказалась под ее влиянием. Но даже это вызвало вокруг громкий скандал о том, что я все время находилась в объятиях господина Глупца. Моя подруга, вверяя мне своего сына, господина Непостоянства, всегда была в обществе своего возлюбленного. Господин Непостоянство вырос под моим присмотром и в свое время женился с одобрения его матери. Его жена, госпожа Неустойчивость, была вечно неугомонной и изменчивой и могла принимать различные формы, чтобы удовлетворить прихоти своего мужа. Своей поразительной способностью изменяться и своей потрясающей искусностью и сообразительностью она полностью подчинила себе своего мужа. Господин Непостоянство также имел обыкновение летать на сотни миль и возвращаться назад,
преодолевая любое расстояние мгновения ока, рыскать повсюду, но он не мог обрести покоя. Всякий раз, когда у господина непостоянства возникало желание отправиться куда-либо и получить что-либо в той или иной мере, госпожа Неустойчивость была готова выполнить его желание, изменяя себя соответствующим образом и создавая новое окружение, чтобы доставить удовольствие своему мужу. Так она полностью завоевала его расположение. Она родила ему 5 сыновей, которые были преданы своим родителям. Каждый из них был искусен по-своему. Они также были переданы мне моей подругой, чтобы я заботилась о них. Из любви к моей подруге я заботливо воспитывала их и сделала их сильными. Затем те 5 сыновей госпожи Неустойчивость воздвигли свои роскошные личные дворцы и приглашали своего отца в свои обители, постоянно по очереди развлекая его. Старший из них развлекал его в своем особняке различными видами приятной музыки, пением вет, чтением священных писаний, жужжанием пчел, щебетанием птиц и другими звуками, приятными на слух. Отец был доволен сыном, преподносившим ему и другие звуки, которые были резкими, пугающими и шумными, подобно реву льва, раскату грома, бушующему морю, грохоту землетрясений, крикам новорожденных, ссорам, стонам и стенаниям многих людей. Приглашаемый его вторым сыном, отец отправлялся и в его особняк. Там он находил мягкие сиденья, пуховые ложа, утонченные и грубо сделанные вещи. Иные вещи были горячими, теплыми, холодными, освежающими с различной композицией и так далее. Он был доволен приятными вещами и испытывал отвращение к вещам неприятным. Затем он, отправляясь к третьему сыну, видел различные очаровательные сцены, вещи различных цветов – красные, белые, коричневые, синие, желтые, розовые, дымчато-серые, коричнево-желтые, красно-коричневые, черные и пятнистые. Другие вещи были толстыми или тонкими, короткими или длинными, угловатыми или округлыми, изогнутыми или волнистыми, приятными или ужасными, тошнотворными, выдающимися или дикими, неприглядными или очаровательными, доставляющими наслаждение или наоборот. Отец перенаправлялся в особняк четвертого сына, и там он имел в своем распоряжении различные плоды и растения. Он вкушал напитки и еду, которую необходимо облизывать, высасывать и жевать, сочные фрукты и овощи, различную освежающую пищу, подобно нектару, а также и другую, сладкую, кислую, острую или вяжущую, различные отвары и так далее. Он вкушал все это. Последний сын приводил отца в свой дом и почивал его плодами и цветами, а различными ароматическими травами и растениями, вещами с различными ароматами, приятными, или запахом гнили,
слабыми или резкими, стимулирующими или усыпляющими и так далее. Таким образом, он непрерывно наслаждался тем или иным образом в одном особняке или в другом, довольный одними вещами и испытывая отвращение к другим. Сыновья были настолько преданы своему отцу, что в его отсутствие сами они ни к чему не прикасались. Но господин непостоянства не только в полной мере наслаждался в особняках своих сыновей, но также крал вещи из их домов и тайком делился ими со своей дорогой женой, госпожой Неустойчивость, в его собственном доме, неизвестным его сыновьям. Позже некая госпожа Ненасытность, та, что не может насытиться во время еды, влюбилась в господина Непостоянства, и он женился на ней. Они стали очень преданными друг другу. Господин Непостоянство любил госпожу Ненасытность всем своим сердцем и душой. Он имел обыкновение поставлять ей огромное количество пищи, и она потребляла все это в одно мгновение, но все равно была голодна, жаждала больше. Поэтому она всегда заставляла своего мужа метаться, чтобы он собирал для нее пищу. И он также непрестанно был занят поисками пищи для нее. Ее не удовлетворяло служение ее мужа и его 5 сыновей, подчинявшихся ему, и она хотела все больше и больше. Таков был ее неутолимый голод. Она имела обыкновение распоряжаться всеми ими для удовлетворения своих потребностей. За короткий промежуток времени она родила 2 сыновей. Это были господин Огнедышащая Пасть, старший сын, и господин Презрение, младший сын. И оба, конечно, были очень дороги своей матери. Всякий раз, когда господин Непостоянство искал объятий госпожи Ненасытность, его тело обжигалось страшным огнем господина Огнедышащая Пасть. Пораженный им, он терял сознание и падал. Опять же, всякий раз, когда он из своей любви ласкал младшего сына, то весь мир начинал ненавидеть его, и сам он становился похож на мертвеца. В результате всего этого господин Непостоянство невыносимо страдал. И тогда моя спутница, хорошая по своей природе, также стала подвержена страданиям из-за горя ее сына, господина Непостоянства. Будучи также связанной со своими 2 внуками, господином Огнедышащая Пасть и господином Презрение, она стала совершенно несчастной и дала обществу повод испытать к ней отвращение. Я также, дорогой, пала духом из-за симпатии к ней. Так прошло несколько лет, пока господин Непостоянство, подавляемый госпожой Ненасытность, не потерял всякую инициативу, всецело оказавшись в ее руках. Его судьба была предрешена, и он нашел прибежище в городе 10 врат. Там он жил с госпожой Ненасытность, своими сыновьями и своей матерью, всегда ища наслаждений, но сталкиваясь только со страданиями денно и нощно. Горе в страшном огне господина Огнедышащая Пасть
И, испытывая презрение со стороны господина презрения, он метался повсюду в состоянии крайнего возбуждения. Он заходил в дома других своих 5 сыновей, но лишь только запутывался и не был счастлив. На мою спутницу также сильно подействовало тяжелое положение ее сына, и она снова пала духом. Но все же она продолжала жить в том же городе. Госпожа Ненасытность с ее 2 сыновьями, господином Огнедышащая Пасть и господином Презрения, была на содержании госпожи Невежества, бабушки ее мужа, и господина Глупца, ее свекра. Она сошлась с другой женой ее мужа, госпожой Неустойчивость, и даже сблизилась с ней, завоевывая расположение их всех. Она полностью подчинила своей воле своего мужа, господина Непостоянства. Я также продолжала жить там из-за моей любви к моей подруге. В противном случае ни один из них не смог бы остаться в том городе без меня, их защитницы, хотя я умирала при этом вследствие смертности моей подруги. Иногда я становилась подавленной госпожой Невежества, временами я была одурачена господином Глупцом, становилась непостоянной из-за господина Непостоянства, становилась неустойчивой из-за госпожи Неустойчивость. Меня охватывал гнев при контакте с господином Огнедышащая Пасть. И иногда я выглядела презренной в обществе господина Презрения. Я отражала все настроения моей подруги, потому что она бы умерла, если бы я оставила ее хотя бы на минуту. Из-за моего общества все остальные люди всегда принимали меня за куртизанку, в то время как проницательные люди могли видеть, что я всегда оставалась чистой. Потому что Всевышняя, благая, единая, моя мать, всегда чистая и ясная, более обширная, чем пространство, и более тонкая, чем наитончайшая, она всеведущая, и в то же время у нее ограниченное знание. Она совершает все, и все же остается бездеятельной. Она поддерживает все, но ее саму не поддерживает никто. Все зависят от нее, а она не зависит ни от кого. Все формы принадлежат ей, но сама она бесформенна. Все принадлежат ей и являются ее частью, но она не привязана ни к кому. Хотя она освещает всех и вся, никто ничего не знает о ней и не сможет узнать ни при каких обстоятельствах. Она – блаженство, и все же она не блаженна. У нее нет ни отца, ни матери. Бесчисленные ее дочери, подобные мне. Моих сестер столь же много, как волн в море. Все они, о принц, подобны мне, будучи вовлеченными в дела своих спутников. Хоть я и разделяю жизнь своих спутников, все же я нахожусь во власти самых могущественных чар, благодаря которым я в точности подобна моей матери по своей природе.
а рассказ продолжается. Когда сын моей подруги отправлялся отдыхать, он всегда крепко спал на коленях его матери. Когда господин непостоянства спал, то и все остальные, включая его сыновей, также спали, поскольку никто не мог оставаться бодрствующим. В таких случаях город охранялся господином движения, близким другом господина непостоянства, который всегда двигался туда-сюда рядом с двумя верхними вратами. Моя подруга, мать господина непостоянства, вместе с ним и его порочной подругой, которая была ее свекровью, в это время лицезрело все это спящее семейство. Я обычно в это время устремлялась к своей матери и пребывала в блаженстве в ее любящих объятиях. Но я была должна возвращаться в город сразу же, как только спящее семейство просыпалось. Этот господин движения, друг господина непостоянства, самый могущественный среди них, и он поддерживает в них во всех жизнь. Хотя он один, он множится, проявляясь как город и его граждане, пронизывает их всех и защищает и поддерживает их. Без него все они рассыпались бы и потерялись, как жемчужины без нити ожерелья. Он – связь между обитателями и мной, уполномоченный мною. Он играет в городе ту же роль, что и нить в ожерелье. И если тот город приходит в упадок, то он собирает всех обитателей вместе и ведет их в другой город, оставаясь их главой. Подобным образом господин непостоянства всегда правит теми городами, сам находясь при этом под влиянием своего друга. Хотя он пользуется поддержкой столь могущественного друга, хотя он рожден такой добродетельной матерью и воспитан мной, он всегда только несчастен, потому что мечется между своими двумя женами и несколькими сыновьями. Он разрывается на куски его сыновьями и не находит даже малейшего удовольствия, но только ужасное страдание. Соблазняемый госпожой неустойчивость, он печалится. Понуждаемый госпожой ненасытность, он бегает в поисках пищи для нее. Пораженный огнедышащей пастью, он горит в гневе, лишается своих чувств и сбивается с толку. Приближаясь к господину презрения, он открыто презирается и оскорбляется другими, теряя свое лицо и становясь похожим на мертвеца из-за всеобщего порицания. Уже обладая испорченной наследственностью и теперь потеряв голову из-за любви к своим порочным женам и сыновьям, и мечась между ними, он жил со своим семейством в разных местах, хороших и плохих, в лесах и колючих кустарниках, в местах, где полно диких животных, и обжигающих горячих пустынях, и на ледяных пронизывающих холодом просторах, в зловонных каналах и в темных норах и так далее.
Снова и снова моя подруга была охвачена печалью из-за страданий своего сына, почти что умирая от горя. Я также, хотя я по своей природе здравомыслящая и чистая, дорогой, вовлекалась в дела ее семейства и тоже стала грустить. Кто может надеяться даже на самое малое счастье в дурном обществе? Также можно стремиться утолить жажду водой миража. Охваченная горем, моя подруга однажды разыскала меня, чтобы поговорить наедине. По моему совету она вскоре обрела хорошего мужа, убила своего собственного сына и взяла под стражу его сыновей. Затем, сопровождаемая мной, она быстро обрела присутствие моей матери, и, будучи чистой, она часто обнимала мою мать. Она немедленно погрузилась в море блаженства и стала самим блаженством. Также и ты можешь преодолеть свои плохие привычки, которые суть лишь всего лишь наросты. Затем, мой господин, достигни матери и обрети вечное счастье. Сейчас я рассказала тебе, мой господин, свой собственный опыт, полученный на пути к истокам блаженства. Так заканчивается глава 5 о неволе в разделе о Химачуде в Трипура-Рахасье. Глава 6 о достоинствах веры для обретения цели и о вреде сухой полемики. Химачуда был удивлен диковинной историей его возлюбленной. Пребывая в неведении, он иронично улыбнулся рассказу и спросил мудрую принцессу: «Моя дорогая, то, что ты рассказала, мне кажется просто выдумкой. Твои слова не имеют никакого отношения к действительным событиям, и вообще они лишены смысла. Несомненно, ты дочь Апсары, небесной танцовщицы, и тебя вырастил Риши в Якхрапада в лесу, но ты все еще молода и не совсем выросла. Но ты говоришь так, как будто ты прожила уже несколько жизней. Твоя долгая речь похожа на речь одержимой, той, которая не в себе. Я не могу поверить в эту чушь. Скажи мне, где твоя спутница и кто тот сын, которого она убила? Где те города? Каково значение твоего рассказа? Где твоя подруга? Я ничего не знаю о твоей служанке. Ты можешь спросить, если хочешь, об этом мою мать. В доме моего отца нет других женщин, кроме твоей свекрови. Скажи мне скорее, где найти ту женщину и где сыновья ее сына? Я думаю, что твой рассказ – это выдумка, подобная истории о сыне бесплодной женщины. Однажды некий шут рассказал историю о том, что сын бесплодной женщины взобрался на колесницу, отражавшуюся в зеркале и украшенную серебром, взятым у блеска перламутра.
вооружил себя различным оружием, сделанным из человеческого рога, сразился на поле битвы неба, убил будущего царя, овладел городом небесного воинства и наслаждался с девами из сна на берегах воды из миража. Я считаю, что твои слова означают нечто подобное. Они не могут быть правдивыми. Выслушав слова своего возлюбленного, мудрая девушка продолжила: «Господин, как ты можешь говорить, что моя притча лишена смысла? Слова из губ тех, кто подобен мне, никогда не могут быть бессмысленными. Ложь подрывает действенность тапаса, поэтому как ее можно ожидать от добродетельных людей? Как может такой лжец оставаться безупречным и считаться мудрецом? Более того, тот, кто развлекает искреннего искателя пустыми или лживыми словами, не достигнет успеха в этом мире и не продвинется в мире последующем. Послушай, принц, подслеповатый человек не сможет восстановить свое зрение, просто слушая, как ему читают рецепты. Тот глупец, кто ошибочно считает добрые предписания ложью. Ты думаешь, мой дорогой, что я, твоя жена, обманывала бы тебя выдумкой, когда ты так искренне стремишься познать истину? Хорошо подумай и тщательно исследуй эту кажущуюся тебе мою ложь. Разве не привычно разумному человеку судить о больших вещах этого мира, выверяя несколько деталей в них? Сейчас я вручу тебе мои верительные грамоты. Некоторые вещи обычно нравились тебе прежде. Почему же они перестали тебе нравиться после того, как ты выслушал меня в этот последний раз? Мои слова вызвали бесстрастие. Они вызовут еще большее бесстрастие в будущем. Разве может быть иначе? Посмотри на свои утверждения с этой точки зрения. Выслушай меня, царь, с бесхитростным и ясным разумом. Недоверие к словам доброжелателя – вот вернейший путь к падению. Вера подобна любящей матери, которая никогда не сможет потерпеть неудачу в спасении из опасных ситуаций доверяющего ей сына. В этом нет никаких сомнений. Глупец, который не верит словам своего доброжелателя, лишается богатства, счастья и славы. Человек, который всегда подозрителен, никогда не сможет обрести что-либо достойное. Доверие поддерживает мир и питает всех. Как может вырасти малыш, если он не будет доверять своей матери? Как возлюбленный сможет испытывать наслаждение, если он не будет доверять своей любимой? Подобно тому, как престарелый родитель не может быть счастлив, если у него нет доверия к своим сыновьям. Разве смог бы земледелец возделывать землю, если бы у него не было веры в нее?
взаимное недоверие положило бы конец всем начинаниям. Разве может человечество существовать без всеобщего доверия? И если же с другой стороны ты скажешь, что это закон причины и следствия, то послушай, что я скажу тебе. Люди верят в закон о том, что определенная причина производит определенный результат. А разве это не вера? И, следовательно, человек не смел дышать при отсутствии шрадхи веры и страха перед болезнетворной инфекцией, в результате чего бы умер. Поэтому исполнись верой, прежде чем устремиться к высшему блаженству. И если опять же, принц, ты не решаешься положиться на незнающего человека, которым ты, возможно, меня считаешь, то это потому, что ты веришь в необходимость достижения определенной цели. Как еще ты сможешь достичь желанной цели? Выслушав доводы своей возлюбленной, Химачуда ответил своей справедливой собеседнице: «Если бы человек доверял любому другому человеку, моя дорогая, то он бы уж точно доверял тем, кто достоин этого, чтобы это послужило достижению поставленных им самим целей. Тот, кто стремится к высшему благу, никогда не должен доверять незнающему человеку, ибо в противном случае его ждет горе, как в случае с рыбой, привлеченной наживкой на крючке рыбака. Поэтому верить можно только достойным, а не тем, кто этого недостоин. Рыбы и все те люди, которые сгубили себя, пойдя по одному пути, и достигли успеха и процветания, пойдя по другому, могут подтвердить мои слова. Следовательно, я могу верить только тебе после полной убежденности в твоих достоинствах, не иначе. Почему же тогда ты спрашиваешь меня об этом, если желанная цель может быть приближена?» Выслушав его, Хималикха ответила: «Послушай, принц, то, что я сейчас собираюсь сказать. Я отвечу на твой вопрос. Как можно судить о ком-то, как о хорошем или плохом? Через соотнесение с принятыми нормами? Но кто устанавливает эти нормы? Достойны ли сами авторы этих норм или нет? Подобным доводам не будет конца. Более того, следует принимать во внимание также и компетентность наблюдателя. И тогда также не будет конца последующим доводам. Следовательно, жизнь движется только одной верой. Я дам тебе разумное объяснение достижения высшей цели посредством веры. Будь внимателен. Люди не обретут ничего ни в течение своей жизни, ни после смерти при помощи бесконечных дискуссий или слепого принятия. Из этих двух вещей, однако, в отношении последней есть определенная надежда,
а в отношении первой ее нет. Следующая история показывает это. Некогда жил один святой по имени Каушика на холме Сахья возле берегов реки Годавари. Он был безмятежным, чистым, благочестивым, обладавшим знанием высшей истины. Несколько учеников посещали его. Однажды, когда учитель ушел, ученики принялись обсуждать философию согласно собственным воззрениям. Тогда вдруг появился брамин великого ума и широких познаний по имени Сунга, который успешно опроверг все их доводы с помощью своей искусности в логике. Он был человеком без веры и убеждений, но способным спорщиком. Когда они заявили, что истина должна быть установлена через соотношение с определенной нормой, он возразил, основываясь на бесконечной последовательности норм, и опроверг их. Он завершил свою речь следующими словами. «Послушайте вы, брамины, нормы неприменимы для выявления достоинств или недостатков, а также для выяснения истины, потому что ложные нормы не могут быть использованы при проверке. Чтобы отталкиваться от них, необходимо убедиться в их правильности. Чтобы проверить одни нормы, требуются другие. Но, в свою очередь, будут ли они безошибочны? Следуя этому пути, нельзя прийти к окончательному решению. Поэтому невозможно проводить какие-либо проверки. Так как выяснение истины становится невозможным без возможности проверить ее, то, следовательно, ничто не может быть истиной. Само это высказывание не может быть истинным, равно как и тот, кто изрек его. И какое же тогда следует принять решение? Что все это ничто, пустота. Это также не может быть подкреплено надежными фактами. Следовательно, утверждение о том, что все пустота, также заканчивается пустотой. Услышав его речи, некоторые из учеников увлеклись силой логики Сунги и стали учениками пустоты. Они потерялись в запутанном лабиринте своей философии. Самые проницательные среди учеников попросили учителя прокомментировать доводы Сунги, и он просветил их. Так они обрели безмятежность и счастье. Поэтому сторонись бесплотной полемики, выдаваемой за логику. Используй логику так, как она используется в священных писаниях. На этом пути ты обретешь спасение. Выслушав такие слова своей мудрой жены, Химачуда был крайне поражен и сказал: «Моя дорогая, я прежде не осознавал твоего величия. Благословенна ты, раз так мудра. Благословенен я, раз я оказался в твоем обществе. Ты говоришь, что вера дарует высшее благо. Каким образом она делает это? Где вера целесообразна, а где нет? Священные писания отличаются в своих поучениях. Учителя отличаются между собой.
комментарии также отличаются друг от друга. В добавление к этому собственное суждение не может служить руководством. Чему из всего этого необходимо следовать, а что следует отвергнуть? Каждый из источников ставит свою печать достоверности на своих собственных взглядах и осуждает остальные источники, причем не только как ничего не стоящие, но даже и как вредные, моя дорогая. И в таком случае я не могу принять самостоятельное решение. То, что ты осуждаешь как школу пустоты, в свою очередь нападает на другие школы. И почему бы тогда не уважать эту школу? У нее есть свои собственные приверженцы и своя собственная система философии. Объясни мне, моя дорогая, все эти вещи ясно, они, несомненно, должны уже быть поняты тобой. Так заканчивается глава 6 о Шрадхе, вере, в разделе о Химачуде в Трипура Рахасье. Глава 7. О том, что цель достижима только после выявления Бога через веру, усилия, проверенную логику и преданность Ему. Когда Хималикха выслушала такой вопрос своего мужа, она со свойственным ей святым практическим знанием о состоянии Вселенной сказала ему с еще большей благожелательностью: «Дрожайший, послушай меня внимательно. Известно, что ум есть в конце концов неугомонная обезьяна. И поэтому обычный человек всегда охвачен беспокойством. Каждый знает, что беспокойный ум – это источник бесконечных волнений и неприятностей, в то время как человек счастлив во сне при отсутствии такой неугомонности. Поэтому держи свой ум устойчивым, когда слушаешь то, что я говорю. Слушать с отвлеченным умом – это все равно, что не слушать вообще, потому что тогда слова не служат какой-либо полезной цели, напоминая собой сгибающийся под тяжестью плодов дерева на картине. Человек быстро обретает успех, если он отворачивается от сухой и разрушительной логики и вовлекается в целеустремленное обсуждение. Вслед за правильным обсуждением должны следовать надлежащие усилия, потому что продвижение человека соответствует тому рвению, которое сопровождает его усилия. Ты видишь, мой дорогой, что в этом мире бесцельные дискуссии бесплодны, а что искренние усилия плодотворны. Отличительное рвение – это то, что позволяет земледельцу вспахивать поле в надлежащее время года, а оценщику проверять ценность золота, серебра, драгоценных камней, лекарственных трав и прочего. Никакой практической работы не будет совершено, если люди растратят все свои жизни на одни пустые дискуссии.
Следовательно, необходимо отказаться от бесцельных обсуждений и немедленно приступить к достижению высшей цели жизни, определенной в результате надлежащего искреннего обсуждения. Равно как человек не должен воздерживаться от индивидуальных усилий, что имеет место у последователей Сунги. Человек, который ощущает искреннюю нужду, никогда не потерпит неудачи. Разве могут непрерывные усилия когда-либо не достичь цели? Люди зарабатывают свою пищу, боги обретают свой нектар, благочестивые отшельники – высшее блаженство, а другие – исполнение своих желаний только благодаря личному усилию. Хорошо подумай и скажи мне, где, когда, как и какую пользу когда-либо кто-либо извлек, кто, не погрузившись ни в какую деятельность, занимался сухой полемикой. Если некоторые случаи неудач приводят человека к потере веры в индивидуальные усилия, то он, несомненно, проклят Богом, потому что он сам есть причина своего крушения. Ведомый надлежащей рассудительностью, сопровождаемой усердием и прилагающий личные усилия, человек должен вступить на свой собственный верный путь к освобождению. Говорят, что есть разные пути, ведущие к этой цели. Выбери среди них тот, который является самым правильным. Выбор делается в ходе правильного обсуждения и согласно опыту мудрых. Затем сразу же начни практику. Сейчас я подробно объясню все это. Слушай внимательно. То есть наилучшее, что не впрягает тебя снова в хомут страдания. Для проницательного человека боль очевидна во всех проявлениях жизни. Все то, что несет на себе отпечаток страдания, не может быть хорошим. Это относится к богатству, детям, жене, царству, сокровищам, армии, известности, наукам, разуму, телу, красоте и процветанию. Потому что все это приходящее и находится в когтях смерти, иначе называемой временем. Может ли быть хорошим то, что является только семенем, готовым прорасти как боль и вырасти в страдания? Правильные средства находятся за пределами всего этого. Однако желание обладать всем этим порождается заблуждением. Главный волшебник – Махешвара. Махешвара сноска – великий владыка, имя – эпитет Шивы. Он творец Вселенной, и все вводятся им в заблуждение. Даже не самый искусный фокусник способен вводить в заблуждение публику, хоть и только до определенной степени.
Трюкачество не может быть распознано без непосредственного обращения к нему. Конечно, вся публика не будет введена им в заблуждение, но кто может избежать иллюзии Махадевы? Подобно тому, как некоторым людям известно, как именно следует воспринимать иллюзорные трюки фокусника, и поэтому они не вводятся им в заблуждение, так люди могут научиться превосходить всеобщую майю, иллюзию, если только Бог будет к ним милостив. Без Его милости они никогда не смогут избегнуть майи. Поэтому Ему должны поклоняться те, кто стремится пресечь океан майи. Тот, кто обретает милостивое расположение Бога, наделяется Махавидией. Сноска. Махавидия – великое знание. Знание о тождестве своего «я» с абсолютным, полученное в личном переживании. Метафизическое знание как свойство личности, в отличие от разнообразных единичных умений и навыков. Возврат к тексту. Тот, кто обретает милостивое расположение Бога, наделяется Махавидией, высшим знанием, посредством которого он, несомненно, пресечет океан майи. Другие методы также выдвигаются как служащие этой высшей цели, но они обречены на неудачу в достижении ее, если не проявится милость Бога. Следовательно, служи изначальной причине Вселенной. Пусть это станет для тебя отправной точкой. Будь ей предан. Тогда она вскоре позволит тебе достичь успеха в твоих усилиях, направленных на уничтожение иллюзии. Несомненно, Вселенная должна иметь определенный источник. Хотя этот источник окутан тайной, давай исследуем причину, начав с ее видимого следствия и руководствуясь священными писаниями, и тогда мы придем к заключению, что есть Творец, который никак не сопоставим с каким бы то ни было известными посредниками. Спорные утверждения, говорящие об обратном, были логически опровергнуты многими авторитетными священными текстами. Система, которая признает исключительно чувственные свидетельства, есть лишь жалкое подобие философии и никуда не ведет. Она ведет не к спасению, а плод ее – проклятие. Сухая логика также должна осуждаться. Еще одна система объявляет, что Вселенная вечна и что у нее нет ни начала, ни конца. Из этого следует, что Вселенная и ее явления самосуществующие. Таким образом, безжизненная, неодушевленная материя – ее собственный посредник и хранитель, что является нелепостью, потому что деятельность подразумевает разум. И нет такого примера, который мог бы опровергнуть это. Священные писания также говорят, что изначальная причина – это разумный принцип.
И мы знаем, что деятельность всегда происходит только из разумного источника. Таким образом, мир прослеживается к своему Творцу, который совершенно отличен от любого известного нам фактора. Судя по величию творения, его могущество должно быть неизмеримо в той же степени, что и невообразимая необъятность творения. Такой Творец также должен быть свободен защищать и развивать свои собственные порождения. Поэтому предайся Ему полностью. Я приведу в доказательство этому один пример. В повседневной жизни мы видим, что начальник, если ему угождают, даже хотя его средства ограничены, всегда способствует реализации устремлений того человека, который искренне ему предан. Если же умилостивлен Господь этого мира, то разве будет хоть в чем-то отказано преданному? Скажи мне. Он единственное утешение преданных, в то время как начальников в этом мире много, и они не всегда доброжелательны. Они могут быть жестокими и неблагодарными. К тому же их начальство переменчиво и недолговечно. Всевышний Господь обладает бесконечным милосердием в отношении своих преданных. Он наиболее благодарен и обладает бесконечным могуществом. В противном случае, разве люди продолжали бы поклоняться Ему с незапамятных времен? Известно, что плохо управляемые царства исчезают с лица земли. Но эта Вселенная продолжает существовать, как и прежде. Поэтому этот Господь милосердия непоколебим и прославляем по праву. Предайся Ему полностью и без всяких колебаний. Он предопределит то, что будет для тебя наилучшим, и тебе даже не придется просить об этом. Среди способов приближения к Богу существуют следующие. Первый. Служение ради преодоления бед. Второй. Служение ради обретения богатства и так далее. И третий. Предание себя с любовью. Последний путь наилучший и вернейший в своих результатах. В практической жизни также начальник, к которому обращается находящийся в тяжелом положении человек, надлежащим образом облегчает его страдания. Но если человек не выказывал надлежащего внимания своему покровителю, то он не сможет рассчитывать на его помощь. Подобным образом и служение, обусловленное амбициями, приносит смутные и ограниченные плоды, определяемые его усердностью. Преданное служение без скрытых мотивов требует долгого времени для того, чтобы быть признанным, но все же оно заставляет стать
благожелательным даже неразумного руководителя. Хозяину-человеку может потребоваться много времени, чтобы распознать бескорыстную работу. Но Бог, Господь Вселенной, пребывающий в наших сердцах, знает все, и Он быстро одаривает соответствующими плодами. В отношении других видов преданных Бог должен дожидаться, когда наступит предначертанное судьбой время, что является Его собственным предопределением, в то время как для бескорыстного преданного Бог, Господь и единственное прибежище является всем и вся, и Он заботится о нем независимо от того, какая судьба уготована преданному и независимо от преопределяемых им самим законов. Он быстро вознаграждает преданного, и это происходит потому, что Он Всевышний и самоцельный, не зависящий от чего-либо еще. Предопределенная судьба или божественная воля бессильны перед Ним. Всем известно, как Он изменил предопределенную судьбу и божественные законы в случае с Его известным преданным Маркандеей. Сейчас я поведаю тебе о том, как применять все это на практике. Слушай, мой дрожайший. Примечание. Риши по имени Мриканду, у которого не было детей, умилостливил Шиву своим тапасом. Когда ему явился Шива, Риши вымолвил у него сына. Шива спросил, предпочтет ли Риши посредственного сына, но который будет жить долго, или яркого, но чья жизнь будет короткой. Мриканда выбрал второе, и тогда Шива сказал, у тебя будет блистательный сын, но он проживет лишь 16 лет. И вот у Риши родился сын, благочестивый, соблюдающий свои обязанности и набожный. Он очаровывал всех, кто с ним встречался. Родители были очень довольны им, но по мере его роста они предавались унынию. Он спросил их, в чем причина их печали, и они рассказали ему о милости Шивы. Тогда он сказал, не беда, я займусь этим. И он стал выполнять аскезу. Шива был умилостливлен его огромной преданностью и повелел, чтобы он оставался вечно 16-летним. Возврат к тексту. Бытующее представление о том, что человек не может избежать своей судьбы, применимо только к слабовольным и неразумным недотепам. Йоги, которые практикуют контроль дыхания, побеждают судьбу. Даже судьба не может навязать свои плоды йогам. Судьба схватывает и держит только неразумных людей. Соответствуя природе и следуя ей, судьба образует собой часть природы. Природа, в свою очередь, это лишь приспособление для проведения в жизнь воли Бога.
Его цель всегда неизбежна и не может быть предотвращена. Однако обрамление его цели и продвижение к ней может быть изменено преданностью ему. А если этого не произошло, то эта предрасполагающая причина должна рассматриваться как наиболее могущественный фактор в жизни этого человека. Поэтому сторонись высокомерного тщеславия и находи прибежище в нем. Он сам спонтанно приведет тебя к высшему состоянию. Это первая ступень в лестнице к вершине блаженства. Все остальное недостойно. Даттатрея продолжил: «О Парашурама!» Выслушав эту речь своей жены, Химачуда был восхищен и продолжил вопрошать ее: «Скажи мне, дорогая, кто этот Бог, Творец, единый, самоцельный и предопределитель Вселенной, которому мне необходимо посвятить себя?» Одни говорят, что он Вишну, другие, что он Шива, Ганеша, Солнце, Нарасимха или другие подобные аватары. Сноска аватара – нисхождение или воплощение божества в каком-либо образе на тот или иной уровень бытия с определенной миссией. Возврат к тексту. Другие говорят, что Будда или Архат. Сноска. Архат – это человек, достигший полного освобождения от клеш, эмоциональных окрашенностей восприятия мира эгоцентрированным сознанием, мешающих ощущать мир таким, какой он есть в действительности. Архат – это вышедший из колеса перерождений. Возврат к тексту. Иные утверждают, что это Васудева, жизненный принцип, луна, огонь, карма, природа, исконная природа и так далее. Каждая секта дает разные версии происхождения Вселенной. Скажи мне, какая из них является истинной? Я истинно верю, что для тебя нет ничего неизвестного, потому что к тебе милостив прославленный и всеведущий мудрец Вьякрапада, и глубокая мудрость сияет в тебе, хоть ты и относишься к слабому полу. Пожалуйста, скажи мне из твоей личной любви ко мне, о прекрасная, произносящая слова о вечной жизни. Услышав такую просьбу, Хималикха промолвила с удовольствием: «Господин, я поведаю тебе высшую истину о Боге. Слушай. Бог – это всевидящий, который порождает, пронизывает, поддерживает и растворяет Вселенную. Он Шива, он Вишну, он Брахман, Солнце, Луна и так далее. Он единое, которое различные секты называют по-своему. Он не Шива, не Вишну, не Брахма, не кто-либо исключительно еще. Я скажу тебе больше, внимай мне. Например, мы предположим, что изначальное существо – это Шива с 5 лицами и 3 глазами. В этом случае Творец был бы подобен обычному гончару, лепящему горшки, наделенным телом и мозгом.
Истинно, в мире нет такого умения, которое не было бы связано с телом и некоторым разумом. Действительно, творческая способность в людях принадлежит к чему-то, что находится между телом и чистым разумом. Примечание. Тело, будучи неодушевленным, не может действовать по своей собственной воле, ровно как и разум не может действовать без инструмента. Возврат к тексту. Поэтому ум действует отдельно от грубого тела в сновидениях. Будучи разумным, он порождает окружающую среду, пригодную для исполнения его скрытых желаний. Это ясно указывает, что тело только инструмент для достижения цели, а действующая сила – это разум. Инструменты необходимы для посредников в виде людей, потому что их способности ограничены, и люди не являются самодостаточными. В то время как Творец Вселенной совершенен в себе и создает всю Вселенную без какой бы то ни было внешней помощи. Это ведет к важному заключению, что у Бога нет тела. Иначе Он был бы низведен до прославляемого человеческого существа, которому требуются бесчисленные принадлежности для выполнения деятельности и который находится под влиянием времен года и окружения, никоим образом не отличающихся от самого творения. И тогда он не был бы Господом. Кроме того, предсуществование принадлежности стерло бы его уникальную власть и подразумевало бы существование пределов для его сил творения. Это нелепо, так как противоречит изначальным положениям и предпосылкам. Следовательно, у него нет ни тела, ни других вспомогательных средств. И все же он при этом творит этот мир, о Господин моей жизни. Глупцы увлечены идеей придания тела запредельному существу. Однако, если преданные поклоняются ему и созерцают его, придавая ему при этом тело согласно своим собственным склонностям, то он оказывает им милость, принимая такое тело. Потому что он единственен и выполняет желания своих преданных. Как бы то ни было, необходимо признать, что он есть чистый разум, и его сознание абсолютно и запредельно. Таково сознание-разум во всей своей чистоте, абсолютное существо, единая царица-богиня Парамешвари, запредельная богиня, превосходящая 3 состояния и поэтому называемая Трипура. Хотя она является собой одно нераздельное целое, Вселенная проявляется в ней во всем своем разнообразии, полностью отражаясь в самосияющем зеркале. Отражение не может существовать отдельно от зеркала, и, следовательно, оно едино с ним. И раз это так,
то не может быть никаких различий в ступенях или рангах. Например, что Шива в сравнении с Вишну выше или ниже. Тела – это просто умозаключение для существ низшего порядка. И они не к месту в случае с Богом. Поэтому будь мудрым и служи единой, чистой, незапятнанной запредельности. А если человек не способен постичь это чистое состояние, то он должен служить Богу в той конкретной форме, которая наиболее приемлема для него. Таким образом, он также, несомненно, достигнет цели, хоть и постепенно. Сколько бы ни пытался человек в миллионах рождений, он не сможет продвинуться вперед, если не будет следовать одному из этих двух путей. Так заканчивается глава 7 о природе Бога в разделе о Хима-чуде в Трипура Рахасье.